приготовила несколько кейсов и хочу о них рассказать. О чем идет речь? Я не буду говорить о результатах психологических трансформаций представлений человека о себе. Я не буду говорить о проблемах идентичности, которые возникают в связи с дигитализацией среды. Я буду говорить только о проблемах трансформации человеческой телесности. Потому что сегодня биомедицина представляет из себя мощнейший вызов, ответом на который, к сожалению, социогуманитарные науки пока не блещут. А в ближайшей перспективе нас ожидает колоссальный пересмотр представлений о границах собственного тела. Хотела бы обратить ваше внимание на вот эти результаты опроса ВЦИОМа, это общероссийская выборка 2014 года. Ну, да, прокомментирую. Россиянам задавали вопрос, что бы вы сами могли сказать о развитии науки и о ее месте в жизни людей и общества? На первой топовой позиции 62% россиян указали на то, что наука для них – это полезное открытие. Вот это фиксирует очень интересную особенность европейской цивилизации. Дело в том, что когда складывалась новая европейская наука и формировались ее принципы взаимоотношения с окружающей действительностью, всем, наверное, известен лозунг «знание – сила», сформировались представления о том, что наука должна обслуживать технологию. И вот эта связка перехода от науки в технологии стала основой западноевропейской цивилизации. Я не знаю, как вас воспитывали, как вы воспитываете своих детей, но очень распространены такие суждения. Сегодня не очень хорошо, но мы стараемся сделать жизнь лучше. И детям говорят, что мы для тебя сделали так много, позволите дать тебе хорошее образование, заложили некоторую базу, и у тебя дальше должно быть лучше, чем у родителей. Вот эта идея прогресса, заложенная в основе европейского типа цивилизации, связано как раз с тем, что любое знание мы хотим рассматривать в контексте практической приложимости. Есть студенты в аудитории. Если вы учитесь и видите в названии, в расписании новое название предмета, обязательно возникает вопрос, зачем мне нужен этот предмет в контексте будущей практической деятельности. Вот знание без возможности практического применения, даже в виде идей, для нас не имеет статуса самоценности. И вот эта установка на улучшение, прогрессистская трактовка того, что происходит с наукой и технологией, сегодня обращается к человеку. Одно понятие, как философ не могу без понятия, понятие технонаука. Вот если еще недавно сначала знание, а потом вопрос об их технологической применимости, и была возможность остановиться и спросить, что будет, если это знание мы применим, то сегодня наука и технологии образовали такую связку, что, подпитывая друг друга, они неразделимы в пространстве и во времени. Возьмите в качестве примера генно-модифицированные организмы. Для того, чтобы понять, как они устроены с точки зрения знаний, мало манипуляций на экране компьютера с химическим субстратом жизни. Сначала объект создается, и он же познается. Например, в Германии совершили генетическую модификацию тополей, чтобы они не цвели и не давали аллергию. Все было хорошо, пока они росли в месте их выращивания. Посадили на улице, они дали цвет. Живое настолько целостно, что манипуляция с отдельными структурными элементами не дают возможность предсказать, что будет с целостностью. Знание и практика применения знаний становятся неразделимы. Это называется технонаукой. Теперь что происходит с человеком? Перенос на человека новых возможностей технонауки и вот этот пафос улучшения приводит сегодня к тому, что медико-биологические, в первую очередь технологии, разрушают естественную заданность границ человеческой жизни. То есть то, что казалось ранее определенным естественно-научным событием, сегодня становится все чаще результатом решения людей. За эти решения люди несут ответственность вплоть до правовой. И возникают мощнейшие зоны нестабильных состояний, где точное определение, что такое человек и его границы, начинают разрушаться. Я дальше назову несколько направлений, по которым такое разрушение границ происходит. Первая граница – это граница между жизнью и смертью. Граница нашей телесности от рождения до смерти
все больше начинают зависеть от человеческих решений. Посмотрите, что происходит с репродуктивными функциями. Они все более становятся медицински зависимыми. Разрушается интимность процесса деторождения, начиная от коммерциализации этого процесса и до медицинских вмешательств. С 70-х годов 20 века возникают так называемые новые репродуктивные технологии. Технологии искусственного оплодотворения, экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства. Это значит, что начало человеческой жизни начинает зависеть от решений людей, причем не только медиков и экспертов, но и носителей так называемого, еще один термин, простите, профанного знания. То есть людей, которые могут не разбираться экспертно в чем-либо, но они принимают решения относительно начала жизни для другого человека. В связи с развитием этих новых технологий расширяются возможности для манипулирования на уровне, например, отдельных половых клеток или эмбрионов. К этим манипуляциям относят, например, технологии длительного хранения в криоконсервированном состоянии с возможностью принятия решения о рождении детей в достаточно отдаленной перспективе. Во многих странах срок хранения криоконсервированных хранятся обычно либо сперма, либо оплодотворенные уже яйцеклетки, представляет обычно 10 лет. После этого возникает вероятность мутации из-за фоновой радиации, но в мире есть дети, родившиеся в срок через 19 и более лет после криоконсервации эмбриона. Кейс, пример, посмотрите, что происходит. Вот эта женщина на слайде потеряла 7 детей, умерших от дефекта, который содержится в ее митохондриальной ДНК. Это внеядерная структура ДНК, она достаточно короткая, передается только по женской линии, поскольку находится в цитоплазме. За жизнь ее последнего ребенка тоже боролись врачи очень долго. Она обратилась к властям Великобритании с просьбой разрешить для нее возможность применения технологии рождения ребенка с использованием генетического материала 3 разных людей. Это женщина здоровая, у которой можно было использовать цитоплазму яйцеклетки, изъять оттуда ядро, поставить ее собственное ядро и, соответственно, половой материал мужчины. С 2015 года в Великобритании официально разрешено рождение детей, генетическими родителями которых будет более 2 человек. Перспектива до 47 родителей у одного ребенка по одной хромосоме из пары 46-я яйцеклетка. Это границы начала жизни, уже появился термин «дизайнерские дети». В 2013 году перед саммитом руководителей стран БРИКС в Бразилии была такая встреча ученых, каждую страну представлял один ученый. Мы дискутировали на панели по поводу перспектив применения генетических манипуляций к человеку. И, в общем, вся моя дискуссия свелась к дискуссии с представителем Китая, потому что в Китае все технологии, связанные с улучшением, легитимизированные, очень большие вкладываются средства в это. То есть проект, связанный с улучшением, это уже реальность. Вторая граница жизни – это смерть. Наверное, вы знаете, что констатация смерти не являлась в течение достаточно длительного времени прерогативой медиков. С XIX века начался так называемый процесс медикализации смерти. То есть местом, где люди расстаются с жизнью, чаще всего становятся медицинские учреждения, и сам критерий смерти становится экспертным заключением профессионалов. До настоящего времени сменилось 2 основных типа критериев смерти. Это критерий смерти, констатация по традиционным 3 биениям жизни, дыхание, движение крови, кровообращение и сердцебиение. Начиная с 80-х годов мир начинает юридически закреплять так называемый критерий мозговой смерти. В нашей стране он закреплен в 1992 году в законе, обратите внимание, это важно, о трансплантации органов и/или тканей человека. Потому что констатация смерти по такому критерию – это дело высокотехнологичной медицины, и переход к такому критерию был обусловлен необходимостью юридически корректно осуществлять заборы органов умерших. Поэтому не случайно вот такая связка формируется. После медикализации смерти медицина обрела особую власть в обществе, и новые технологии реаниматологии привели к тому, что граница между явно жив и явно умер становится растянутой на десятилетия, и исход этой границы зависит от человеческих решений.
Я хотела рассказать о двух кейсах, двух людей с одинаковым, как это парадоксально, именем Теи. Теи Шайво – это женщина, и Теи Уэллис – это мужчина. Значит, Теи Шайво по непонятной причине в 1990 году впала в так называемое вегетативное состояние, отсутствие сознания, кислородное голодание привело, по-видимому, к повреждению мозга. И примерно через 4 года врачи, которые занимались ее состоянием, признали, что ее состояние необратимо. Ее официальным опекуном был муж, который принял решение и попросил врачей отключить ее от системы принудительного питания, но с ним не согласились ее родители. Более 15 процессов на разных уровнях. В 2005 году она скончалась. Скончалась после того, как вступило в силу решение суда о том, что ее состояние необратимо, ее от аппаратуры надо отключать. На этом суде 2 эксперта представляли позицию официального опекуна мужа, и они констатировали, что состояние этой женщины необратимо, его нельзя характеризовать как минимум сознания, это полная потеря работы коры больших полушарий. 2 экспертов со стороны отца и матери признали, что состояние женщины минимально. 1 эксперт, который был назначен судом, позицию не занял. С 2003 года по 2005 год привлечение все большего количества экспертов приводило к ровно напополам разделению позиций. Решения принимали судьи, как вы понимаете, не являющиеся специалистами в области биомедицины и не являются специалистами присяжные, которые также принимают решения. Исход – женщина умирает. Вторая ситуация – это ситуация с мужчиной, который в течение 19 лет находился в состоянии, которое тоже признавали необратимым. Но не было родственников, которые требовали отключения его от жизнеподдерживающей аппаратуры. Он находился в клинике, мы оставим на полях все вопросы о том, сколько это стоит, но через 19 лет он пришел в сознание. Это уникальный случай в истории медицины. Его физическое здоровье пострадало только в части атрофии мышц, а все внутренние органы функционировали нормально. Мало того, что он пришел в себя, у него немножко изменился характер, но когнитивные функции пострадали не очень. Этот человек остался живым. Вот эта зона, когда медицина сама не в состоянии определять, если будут вопросы, я расскажу о том, как диагностируется сегодня вегетативное состояние, какие типы бывают, свидетельствует о том, что вот эта граница смерти, про политику задавали вопрос, политический пример, смерть Ясера Арафата была не естественным научным событием, а политическим решением. Она состоялась через отключение жизнеподдерживающей аппаратуры в тот момент, когда руководство Палестины договорилось с семьей, когда можно отключить аппаратуру. Далее. Следующая граница. Значит, мы обсудили границу жизнь-смерть, начало-конец жизни. Следующая граница, о которой мы можем говорить, это граница между индивидом и индивидом. Речь идет о том, что развитие трансплантации донорских органов через использование одного из 2 парных органов или части донорского органа, если они берутся от живого донора, или это забор органов после смерти от умершего донора, приводит к тому, что все больше становится ситуацией, когда спасение жизни людей, а сегодня трансплантология может не только спасать, но и улучшая органы, работать над изменением качества жизни человека, разрушают вот эту границу между одним и другим индивидом. На этом слайде фотография Дэвида Рокфеллера. Он умер в возрасте 101 год. Это единственный человек мира, у которого в грудной клетке билось 8 сердец. Одно собственное и 7 донорских. Первая трансплантация сердца ему была осуществлена в 62 года. Кроме сердец, у него была 2 раза трансплантация почек. Есть примеры, когда некоторые деревни в Палестине, в Пакистане, это один из центров мирового трансплантологического туризма на сегодня, все взрослое население имеет одну почку. Вот то, что эта сфера становится высоко коммерциализированной и соединяется возможность технологии вот с отношением к телесности человека
как к набору запасных частей, это одна из очень опасных мировых перспектив. Следующая граница – это разрушение границ человек-животное. Речь идет о создании так называемых химер, или термин используется в литературе паралюди. Это тоже одно из направлений трансплантации, но уже ксенотрансплантации. Когда донорские органы животных рассматриваются как способ решения проблемы с дефицитом донорских органов человека. Органы подвергаются часто генетической модификации, но тем не менее вот эта идея создания организма не только из генетически разнородных клеток, но и из генетически разнородных тканей – это шаг к тому, чтобы границы между биологическими видами тоже уже не были жесткими, они становятся размытыми. Еще одна граница, которая разрушается, это граница между человеком и машиной. Это то, что называют кибергизацией, соединение телесности человека с разного рода техническими устройствами, вплоть до имплантируемых интерфейсов двойного направления передачи данных. На этом слайде несколько примеров людей, которые называют себя киборги. У нас в России примерно 10 тысяч людей имеет официально такой статус. Ну, некоторые примеры, если видно. Вот это верхнее изображение, это Нейл Харбисон, это первый человек в мире, который отстоял свое право быть сфотографированным на паспорт, гражданин Британии, со своей имплантированной антенной, с помощью которой он различает цвета. Она переводит световые волны в звуки. Сначала он их запоминал, потом запомнил, уже видит цветные сны. Найджел Экланд потерял руку после травмы на производстве. У него не просто протез функционально воспроизводящий руку, он превосходит. Возможность физической руки и вращения на 360 градусов – это единственный человек с протезом, который умеет завязывать шнурки. У него там такое прозвище – это очень тонкие движения руки, если нужны. Вот этот профессор Кевин Урвик, один из пропагандистов в мире кибергизации, мало того, что у него под кожей имплантирован чип, он еще и, глагол всегда подбираю, уговорил, предложил своей супруге имплантировать чип, которые между собой могут общаться. Я не знаю, если вы представите ситуацию, когда ваш партнер или супруг получает информацию, например, через чип о том, что вот там сегодня у меня неудачный день, к моему приходу розовая ванна, 36 градусов и обязательно свечи, и вообще ко мне лучше не подходить, подумайте, какое это будущее. Следующее направление трансформации – это трансформация границ между нормой и патологией. В медицине вообще проблема нормы, проблема очень тонкая, она статистически, как вы понимаете, но тем не менее сегодня расширяются возможности разного типа допингов, психостимуляции, изменения настроения, в том числе по немедицинским показаниям, я не говорю об эстетических преобразованиях и изменениях пола. Я приведу конкретный кейс на слайде финский лыжник, пик карьеры которого пришелся на 60-е годы, у него такая сложная фамилия, Мянтюранта. В 1964 году в Инсбруке он собрал золотые медали на Олимпиаде, умер он в 42 года, не очень долго прожив, но никто не ставил вопрос об отъеме у него золотых медалей. Дело в том, что на момент его победы не было возможности диагностировать мутацию гена, которая у него была. Эта мутация приводит к повышению снабжения тканей организма эритроцитами на 20-50%. Это аналог эритропоэтина. Но эритропоэтин как химический допинг запрещен, а это генетическая мутация, имеющая допинговый эффект. На сегодняшний день такие мутации можно вызывать направленно, есть соответствующие технологии. И дальше возникает вопрос о том, насколько будут дифференцироваться границы и уровни социальной стратификации, в том числе, в соответствии с такими технологиями. Мы знаем, что есть Олимпиада, есть прекрасные паралимпийцы, но этот человек мутант. Может ли, возникает вопрос, человек с таким изменением, пусть природным, а дальше направленно созданным, соревноваться с людьми, чей результат зависит не только от биологии, но известно, насколько тренируется в зависимости от вида спорта, от естественного уровня, например, кровоснабжения и потребления тканей кислородом через тренировки до какого уровня. Вот это разрушение границ между нормой и патологией, конечно, очень сильно зависит от технологических возможностей. Следующая граница, которая тоже сегодня разрушается, это граница между собственной телесностью человека и его же
и им же. Я назвала это так: граница между собой и своей телесностью. Речь идет о том, что сегодня есть технологии отчуждения фрагментов собственной телесности с возможностью последующего утраты контроля над их судьбой. Это не только проблемы, связанные с донорством полового материала, но и проблемы биобанкинга. Я впервые услышала термин «биобанк», когда была в Национальном биоэтическом комитете Аргентины. Мы ходили по улице Буэнос-Айреса, я увидела такой плакат, на котором женщина в белых платочках. Спросила, что это такое. Оказалось, что это площадь Майя, куда выходят женщины, на самом деле, не в платочках, а в пеленках, потому что во время диктатуры военных в Аргентине очень много людей оказалось разлученными со своими семьями, в том числе дети. И для того, чтобы семьи могли воссоединиться, в Аргентине был создан биобанк. Я, собственно, впервые тогда услышала это слово, 2012 год. Вообще этот термин в научной литературе появляется в самом конце 90-х, а с 2000 года начинают обсуждаться проблемы биобанка и биобанкинга. Биобанки – это такие сложные современные институции, где соединяются хранилища разного типа биоматериалов, данных о них. По разным критериям они создаются. Биобанки типируются по форме собственности, по целям и задачам. Есть клинические биобанки. Ну, например, если, к сожалению, у человека диагностирована онкология, то есть специальные банки идеальных линий клеток, сравнение с которым дает возможность точно поставить диагноз. А есть общепопуляционные биобанки. Приведу пример, что происходит. Все началось вот с этой женщины, Хенриетты Лакс, у которой при диагностике онкологического заболевания были изъяты клетки, ставшие основой известной на сегодняшний день линии Хелла, на которой тестируется очень много фармацевтических препаратов, и с помощью которой уже произвели фармацевтические компании по всему миру, потому что клетки неубиваемые, у них отключен механизм самоуничтожения, множество лекарств. И суть проблемы связана с тем, что вообще-то эта женщина не давала согласия на такой тип бессмертия через бессмертие своих клеток. И у ее родственников возник вопрос о том, насколько они имеют право на часть прибыли фармацевтических компаний, полученной за счет использования генетического материала этих людей. Вы знаете, что любое медицинское манипулирование сейчас требует вашего согласия, все подписывали бланк добровольного информированного согласия. Вот биобанкинг требует трансформации условий получения добровольного информированного согласия. Дело в том, что в биобанке биообразцы, и уж тем более информация о них, могут храниться неограниченно долго. И значит, в будущем у ученых могут возникнуть такие проекты, суть которых сейчас даже нельзя сформулировать. Донор уже может к этому времени умереть. Донор может не давать согласие на любой вариант использования своего генетического материала. Здесь возникает проблема логистики, финансовых затрат. И вот эта форма отчуждения своей телесности, ну, согласитесь, никто из вас не ходил в медицинскую лабораторию после того, как вам на руки дали распечатку своего анализа. Вот то, что сегодня это фрагмент телесности, как биологическая база нашего существования, может иметь, я не говорю о каких-то экзотических вариантах клонирования, собственную судьбу, это новая ситуация. Я уже сказала, что одна из возможностей самостоятельной жизни материала связана с новыми репродуктивными технологиями. Перед вами кейс 12-13 года в Германии, когда, достигнув совершеннолетия, 21 год, девушка по имени Сара, рожденная с помощью донорского полового материала, посчитала себя не связанной обязательствами матери, потому что когда мать обратилась в банк спермы, она дала подписку о том, что она не собирается никогда искать биологического родителя своей дочери, своего ребенка. Девушка обратилась в суд, сформулировав, что она не хочет ничего материального от отца, она хочет посмотреть ему в глаза. Суд удовлетворил ее требования, обязал клинику разгласить имя отца. И на этом слайде цитата одного из докторов, который говорит, что нужно гарантировать защиту доноров от любого рода материальных претензий. Наверное, некоторые смотрели американский фильм-комедию, когда все дети, родившиеся от одного донора, нашли своего
папу, но вот это уже, что называется, реальность, потому что, как и все технологии, о которых я рассказываю, они разрабатываются изначально для того, чтобы спасать жизни, для того, чтобы у людей была возможность иметь родных биологических детей. Но, как многие технологии оказываются технологиями двойного назначения. А это еще один пример биобанкинга, очень показательный с точки зрения формирования нового типа властных отношений. Это биобанк Исландии, который создан частной компанией на деньги венчурных американских компаний. Согласие на то, что люди, вся популяция страны отдает биологический материал в этот банк, давал парламент. Люди не давали индивидуального согласия. Это популяционные биобанки, которые, как вы понимаете, дают возможный статистический материал, который помогает оценивать биологическое популяционное разнообразие. И можете додумать, какие возможные варианты использования этого материала существуют. Это такая крайность, таких популяционных биобанков в мире очень мало, есть еще биобанк Фарерских островов. Тоже, если вы знаете историю, можно реконструировать, почему он именно там возник. Но, тем не менее, вот эта идея, да, фиксируем границы между собой и своей биологией, она тоже возникает. И подвожу итог. Американцы очень любят все считать. На этом слайде пример. Если вы весите 70 килограммов, сколько в вашем организме всего разного? 45,5 килограмм кислорода, 12,6 килограммов углерода, 7 килограмм водорода, 2,1 килограмм азота, 1,4 кальция, 700 грамм фосфора и 700 грамм всех остальных элементов вместе взятых. Вот если вы захотите купить все атомы, из которых состоит тело человека, особенно по ценам оптовым, то вы потратите $1.98. Конечно, ценность человека не определяется ценой на его атомы. И, собственно, предмет моих исследований это ценности, потому что мы не отличаемся набором ценностей. Мы все биосоциальные существа, у нас одинаковые потребности, значит, одинаковый пул ценностей, мы отличаемся иерархией ценностей. Ценность – это то, что значит, что ставит человека в определенное отношение к себе, к другому, к социуму, к миру. Ценности – это определенные установки, оценки, императивы, запреты. И вот перспективы движения человечества по тому пути, который я обозначила, связан с тем, какая система ценностей станет определяющей для оценивания таких технологий. Очевидно, что в условиях плюралистического представления в социуме ценностей никакой вариант юридического установления некоторой ценностной матрицы как базовый не проходит. Вот те примеры, которые я приводила, во многом примеры юридически легитимны, и мы видим, что право не снимает проблемности отношения людей к таким ситуациям. Как я уже сказала в самом начале, вот этот путь трансформации и переноса на человека идеи улучшения связан с европейской трактовкой соотношения науки и технологий. Я оставлю множество продолжений этой темы на полях, от неоевгенических проектов до нового типа интерпретации власти науки в обществе. Я хотела бы рассуждать с вами, вот как я обозначила, над тем, где ставить запятую. Такие технологии принять нельзя остановить. Я так быстро хотела сэкономить время на вопросы. Да? Спасибо. Слушаю. Бросьте на стол. Я просто хочу, я его супер. Короче, ладно, смотри, да. Посмотри, я вижу 5 рук, давайте будет 5 вопросов. Я видел, да, 1, 2, 3, так, да, 4 и 5 вот так. Скажите, насколько коррупциогенна медикализация смерти? Понятно суть вопроса, да? Если вы в связи с стоматологией. Ну, да, просто, если проще говоря, человек попал, скажем, под машину, его привозят в больницу, он нужен для органов, врач дает подпись, что он умер. Нет, давайте конкретно. Значит, общие соображения. Операции по трансплантации органа – это высокотехнологичные операции. Бояться, что вас поймают где-то в подворотне и вы станете донором органов, не стоит. Говорю ответственно, очень много общаюсь с трансплантологами, если, конечно, вы не живете в регионе типа Пакистана.
Да, поэтому хорошо, что мы живем в России. Нет. Второе соображение. Дело в том, что даже не криминальный вариант развития трансплантологии, а вариант юридически выверенный, это вариант очень сложный. Потому что для эффективного использования донорских органов, изъятых после смерти, время на принятие решения очень ограничено. Для того, чтобы органы остались жизнеспособными, в них не должна прекратиться система кровоснабжения. Поэтому критерий смерти, как смерти мозга, позволяет достаточно надежно констатировать, что человек умер, а вот дальше должна включаться специальная технология независимой работы бригады реаниматологов и бригады трансплантологов, которые будут констатировать смерть, изымать орган. Дальше нужно будет найти потенциального реципиента. Для этого существуют листы ожидания, 3 уровня критериев подбора донорских органов. Это очень сложная ситуация. Я допускаю, что на каких-то этапах она может быть криминализирована, но говорить о том, что вся эта сфера криминальна, я бы воздержалась. А возможно ли зачатие ребенка от 2 отцов либо 2 матерей, и были такие случаи? И еще второй вопрос, есть ли у вас видеолекции где-нибудь? Видеолекции на постнауке, просто наберете в интернете, лекций много. Не очень поняла ваш вопрос, вы с генетикой как? Не очень, да? Значит, вот пример, когда генетический материал берется от 2 женщин, я приводила пример, но нужен еще донорский половой материал. В мире ведутся эксперименты о возможности преодоления вот этой обязательной связки мужские и женские половые клетки. Я хотела сказать о том, что вот эта перспектива коммерциализации деторождения в связи с использованием таких технологий, она, конечно, трансформирует традиционное представление об отцовстве и о материнстве. Поэтому, если общество будет переходить на такие сценарии, то здесь надо задавать вопрос не о том, как это технологически возможно, а для чего это нужно. Вот философ задает вопрос не как это сделать, на этот вопрос отвечают представители конкретной науки. Вот. Зачем? А весь вопрос зачем. Просто похайпить. Нет, просто хочется иметь генетически ребенка от себя и своего партнера. Знаете, у человечества очень много мечт, самых разных. Я думаю, что хочется в нашей нынешней ситуации, должно как-то измеряться с тем, что будет дальше. В мире есть прецедент, когда одна пара, официально зарегистрировавшая свой брак в США, пара женщин, обратилась в банк спермы для подбора генетического отца своим детям. Они выбрали мужчину-гомосексуалиста, ожидая, что уж он не будет предъявлять претензии относительно отцовства. Девочке исполнилось 2 года, суд признал по обращению биологического отца девочки, что у нее 3 родителя, родитель 1, родитель 2, родитель 3. Все очень здорово, только ребенку 2 года, и никто не подумал, как ребенку потом надо будет объяснять. Поэтому вопрос о цели я бы разбила на вопрос относительно того, кто это сейчас хочет, и того, кому жить дальше. Я с этого начала. Разрушение границ – это принятие решений не только для себя, вы для себя все можете решить, а для другого. И этот выбор потом может быть поставлен в вину не только государством или вашей совестью, а теми, в отношении кого вы приняли решение. Помните 2 казуса по поводу смерти? Да, вопрос склоняет ценности знаний относительно технологии их применения. Вот у нас национальный регион, у нас тут сейчас жаркие споры, а наши коми-националисты требуют оставить принудительное изучение коми-языка в школах. Вот с точки зрения ценности технологии применения, вот, что вы можете на это поводу сказать? Я не об этом говорила, но поскольку меня анонсировали как действительно заведующий кафедрой философии и образования, у меня есть позиция по этому вопросу. Сама по себе дискуссия вызвана как раз прагматическим отношением к образованию. Я понимаю родителей, которые хотели бы увеличить время на изучение русского языка как государства, думая о перспективах своих детей. И я понимаю позицию государства, которая, реализуя очень правильный принцип, биология его подтверждает, разнообразие – залог устойчивости. Хотела бы сохранить разнообразие языков и культур как уникальное отличие нашей страны. Надо искать компромисс, это очень важно. Еще, пожалуйста. Здравствуйте.
А у меня такой вопрос. Очень много было сказано об, скажем так, улучшении, да, человека. Это и с точки зрения генетики, с точки зрения там, кибернетики и так далее. Вот исходя из современных научных представлений, человек все-таки это вид, да, Homo sapiens, биологический вид, который получился таким, каким он есть в результате эволюции. Вот то, о чем мы сегодня говорим, то, о чем вы сказали, это новый этап биологической эволюции человека или это первый этап уже эволюции человека как биосоциального существа? Спасибо. Прокомментирую в первую очередь понятие улучшения. Улучшение на сегодняшний день – это зонтичный термин, не имеющий однозначного определения, который объединяет все технологии количественного и качественного разрушения границ. Я не делала на это акцент, но ваш вопрос позволяет это сделать. Это некоторый выход за пределы естественной заданности тех или иных параметров человека. Биологическая эволюция человека, связанная с изменением телесности, прекратилась 30-40 тысяч лет назад. Мы внешне кроманьонцы, и у нас потребности кроманьонцев, но общество нам дало иные возможности для того, чтобы мы свои естественные потребности удовлетворяли. Почему мы не можем отлепиться от гаджетов и, открыв электронную почту, смотрим, не изменилось ли что-то в ленте Facebook и так далее? Потому что мы дофаминозависимые. Дофамин – нейротрансмиттер, который обеспечивает поисковое поведение. И нам хочется все время искать новое. 100-ю ссылку открыли, это не то, 101-я будет точно результативно. Поисковое поведение необходимо было нашим предкам для того, чтобы в саванне добычу найти, а у нас для удовлетворения потребности только путь до холодильника. Вот идея в том, что биологическая эволюция остановилась, а дальше социальная, проявилась в том, что мы, например, долгое время улучшением считали улучшение социальной жизни. Например, повышение качества образования, здравоохранения – это вообще особенность левых режимов, представление о том, что измени среду, изменится сам человек. Вот сегодня технология позволяет вмешиваться в эволюцию, и я не назвала бы ее биологической, только потому, что основные законы биологической эволюции, наследственность, изменчивость, естественный отбор, уже не действуют для нашего не только биологического вида, а нас как биосоциальных существ. Поэтому это какой-то новый тип эволюции, который пока непонятен с точки зрения законов и еще менее понятен с точки зрения перспектив. Но у нас уникальная возможность принять решение здесь и сейчас. Никогда раньше у людей не было жизни в среде столь быстро трансформируемой. Люди рождались, жили и умирали в малоизменяемой среде. Вот сегодня никто не может сказать, что я не лицо, принимающее решение, потому что темп жизни такой, что решение нужно принимать каждому, независимо от уровня знаний. И вот здесь очень важна, например, государственная позиция как результат консенсуса, который возможен в этих сферах, потому что если мы отдаем решение только на уровень частный или уровень локальных интересов малых групп, у нас неизбежны очень жесткие столкновения. Поэтому вот этот путь – это еще и путь включения, как это ни парадоксально, значимости государственного регулирования. Поэтому вот эта идея ценностного закрепления, которая сейчас во многих странах происходит, как утверждение некоторых принципов, из которых можно решать разные задачи, это тоже закономерно. Да, во-первых, хочу сказать, что восхищаюсь людьми, которые могут иметь знания в совершенно разных направлениях деятельности человеческой, вот, и из этого извлекать какие-то новые, так сказать, выводы, да, скажем. Вот, вопрос у меня был несколько общий. Вы в самом начале говорили, что у нас в европейской цивилизации, да, условно, знание, оно важно с точки зрения практического применения. Задают ли вам ваши студенты вопрос, для чего нужна философия, какой от нее толк, и что вы на это отвечаете? Очень часто задают вопрос, особенно студенты юридического факультета, которые мне говорят, что вообще на юрфак мы пришли, чтобы хорошо потом зарабатывать. И как я буду продавать работодателю запись философии, а я читаю на юрфаке курс вообще страшный, современное естествознание. И рассказываю, зачем вообще юристу это все надо. Я отвечаю просто. Я здесь для того, чтобы разрушить, насколько это возможно, вашу прагматистскую установку. Потому что у гуманитарного знания нет такой возможности коммерциализации, как у естественного, научного и технологичного. Потому что понимание себя,
креативность и системное мышление не имеют индикатора для его оценки и сравнения. И все, что я пытаюсь говорить со студентами, я не фиксирую в виде результатов здесь и сейчас. Но когда через десятилетия ко мне возвращаются студенты и пишут письмо по электронной почте, вот вы рассказывали на лекциях, а я только вот сейчас понял. Да, спасибо. У меня был на факультете психологии потрясающий случай. Я опаздывала на лекцию, вбегаю, начинаю читать лекцию, смотрю, первый ряд, все знакомые лица. Сам читаю человек 10. Думаю, ну, наверное, я не в ту аудиторию зашла, это уже второй курс, я читаю на первом, а им неудобно сказать. Потом думаю, не, наверное, их всех отчислили, их потом, вот они восстановились. Потом думаю, не, вроде так все хорошо учились. Дождалась перерыва, подхожу, они говорят, Ирина Владимировна, вот мы можно еще раз вас послушаем через год. Поэтому отвечаю себе на этот вопрос вот ровно так, как я сказала. Гуманитарность – это ведь не, это не естествознание. В естествознании есть цель достичь исчерпанности объекта познания. Вглубь, вширь. А гуманитарная наука – это всегда интерпретация. И в этом смысле, если научить этой интерпретации, то это то знание, которое пригодится везде. Я стараюсь учить интерпретации.